Это вообще ужас, кошмар, конечно. Ну, собак здесь постоянно много. Опасно это, детям особенно. Это сложно назвать случайным инцидентом. Поселок Осиново, как говорят сами его жители, давно задыхается от агрессии бродячих псов. Трагедия произошла во овраге. От гибели 10-летнего Олега Тимофеева спас сосед. Он отогнал собак, которые практически не оставили на ребенке живого места. Врачи боролись за его жизнь. То, что мальчика спасли, можно назвать чудом. Был доставлен ребенок в тяжелом состоянии с множественными укушенными ранами практически всей поверхности тела. Операция продолжалась около 3 часов. На утро состояние ребенка стабильное, но тяжелое. В последнее время случаи с нападениями – одни из самых частых публикаций в СМИ и соцсетях. Чаще, чем проблемы ЖКХ. В конце марта стая бездомных собак напала на женщину в Агрызском районе. На кадрах видно, как она лежит на снегу и истекает кровью. Следы остались на проезжей части. А это уже Башкирия. Стая бродячих псов загнала школьников на дерево. Не первый случай. В трагедии, где 4-летнего мальчика загрызли бродячие собаки, до сих пор разбираются следствия. В Татарстане прокуратура, между тем, тоже возбудила дело по факту нападения в Зеленодольском районе. По требованию надзорного ведомства следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Пока в прокуратуре разбираются, бездомные собаки продолжают размножаться. 2 недели назад в больницу попал житель села Шигали Высокогорского района. При этом заявки на отлов жители подают регулярно. Однако ничего. Контролирующим органам так нужна была эта драма с еле выжившим ребенком в Осиново, чтобы дело зашевелилось. И оно зашевелилось. На следующий день стая исчезла. Но надолго ли? Мы до тех краев, где мальчика покусали, особо не доезжали. Мы в основном были в центре и где строятся дома. Зеленодольский район, повторюсь, большой. Это и та сторона Волги, и здесь, и Осиново, и Васильево. Мы не успеваем физически, это надо понимать. Обвинить приют было бы можно, да не за что. В каждом регионе он один. Размещать собак просто негде. Да и закон совсем не на стороне приюта. Усыплять бездомных собак нельзя. С прошлого года процедура подразумевает их отлов и карантин. Там вакцинация и стерилизация. Пожизненно в приюте оставляют только с подтвержденным бешенством. По остальным 2 варианта. Вернуть животное на улицу или пристроить в хорошие руки. Чаще отпускают и больше не трогают. До следующего года. Как будет вести себя даже вакцинированная собака, предугадать невозможно. А вот что с ней делать, непонятно. Надо взвесить, что важнее для людей-то. Необходимо в комплексе работать. Другого выхода нет. Поэтому должны строить мы приюты. И безусловно, надо выносить изменения в законодательные акты. Почему закон, которого все ждали, не решил старые проблемы, а создал новые? Инициативы хватило на 2-3 месяца, потом все. Приют начинает тонуть в животных и отчетности. При этом на строительство, содержание самих питомников и агрессивных собак, живущих в них, не выделено ни копейки, только собственные средства владельцев и благотворительность. Мы сегодня жалеем бюджетных денег, но все равно же за счет бюджета будем лечить этих людей. А некоторых, возможно, и не излечим, насколько психологически это стресс. Закон не обеспечен финансированием, в том числе, скажем, федерального центра, ни копейки на выполнение, исполнение вот этих регламентов нет. Собаки ведь, в принципе, не виноваты, что они появились на наших улицах, в селах, деревнях, городах. Судя по статистике, закон пока защищает только животных. А статистика такова. За первый квартал 2021 года от друзей человека пострадало почти 1200 человек в республике. И это только те, кто обратился в больницу. К слову, 15 марта в Госдуму поступил законопроект, предлагающий радикально изменить закон. Речь идет об отмене принципа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат и умерщвление собак. Но его отозвали. Вчерашний опыт, сегодня варварство и дикость. За год это просто нельзя охватить. Это называется, как говорится, объять необъятное нельзя. Но работа ведется. Но могут ли испуганные жители столько ждать? И, судя по всему, наступила точка невозврата. Президент Татарстана в субботу жестко высказался по этому вопросу. Согласно поручению Рустама Минниханова, в республике появятся межмуниципальные приюты. Главам городов, районов
Необходимо усилить контроль за количеством и поведением животных без владельца на территории муниципального образования. Обеспечить строгое исполнение подрядными организациями контрактов. Не только контракты, вести работу по организации межмуниципальных приютов. Алексей Валерьевич, во-первых, их не должно быть. Мы должны сделать все, чтобы организовать отлов и определить работу, какие приюты, где должны быть. По такому принципу уже работают некоторые регионы России, как, например, Республика Коми. Там стерилизацию дополнили новой системой контроля и подсчета и собираются открыть 6 новых приютов. В Перми помог жесткий контроль. За последние 3 года количество бездомных собак там сократилось более чем на 20%. Это почти 1000 особей. Вы представьте, какой шок и какие последствия для этого ребенка. Это же не единичный случай. С одной стороны, мы должны быть человеческим лицом, относиться к животным, но кто-то же порождает безнадзорных животных. А вот появляются они зачастую из-за бесчеловечности человека. Половина бездомных – это бывшие питомцы, выброшенные за ненужностью. Если стерилизация решает проблему размножения, то как бороться с безразличием? Для начала появлялись у нас кошки. Потом стали подкидывать щенков, подкидывать собак. Когда уже было 50 собак, я уже думаю, так, они же в будках не могут сидеть, они срываются, естественно, они убегают. Я решила, что нужно сделать что-то, чтобы не мешать жителям, чтобы и жители не жаловались, дискомфорта не чувствовали, и чтобы и собакам было комфортнее в вольерах, нежели сидеть в будках на цепи. Возможно, только с помощью таких людей, как Марина. Положительный пример благотворителя, который, что называется, сделал все, что мог. И приют построил из подручных средств, и деньги нашла, и продолжает содержать собак. Без документов и помощи государства. Возможно, теперь, после поручения президента, эти бесхозные приюты тоже станут кому-нибудь нужны, а главное, полезны в этом длинном конфликте между человеческой жизнью и гуманностью человека. Диляра Юсупова, 7 дней.